это важное событие. Насколько, на ваш взгляд, такие пресс-конференции получают свое отражение в регионах? Насколько сегодня, например, в мэрии или в здании правительства сидят специальные люди и записывают, чтобы потом это привести в какие-то, я не знаю, исполнительные листы и так далее? Ну, часы сверяют все, понятно, власть, да? Что касается аудитории Москвы, я думаю, для них это Путин не икона, да, и не так важно, что он скажет. Как политолог, если оценивать ситуацию, я понимаю, что у президента ограниченные на самом деле возможности по ресурсам. Ведь в преддверии выборов все ждут чего? Обещалок, что он предложит. А предложить ему особо-то нечего. Вот если взять ситуацию с майскими указами, по сути, очень так-то вот, в общем-то, правильное начинание. Но во что оно обошлось, если так посмотреть? Чиновники 5 лет отчитывались, натягивали показатели один на другой, и больше это было, скажем так, гонка показателей бумажных, да? Хотя вот видим, что, допустим, вот майские указы, да, президент, в общем-то, хочет, наверное, он искренне желает, чтобы россияне жили хорошо и в регионах и так далее, то есть и критерии были достаточно прорывными. Но то, что они выполнены сейчас, я сказать не могу. Сейчас, спустя там, с 2011 года, да, сколько времени прошло, 6 лет, у него еще меньше ресурсов. Объективно это так. У нас экономика не растет, у нас точек роста крайне мало, траты на оборонку, они по-прежнему велики. Это, на мой взгляд, все неправильно. И у нас по-прежнему в центре стоит геополитические интересы, имперские амбиции, а не гражданин, не простой человек. И в этом плане для меня на самом деле все понятно, что будет говорить Путин. Я вот не хочу так жестко, критично, да, отзываться, потому что если мы возьмем, что было там 10 лет назад, по-моему, да, ну, примерно, он говорил, что Россия войдет в 5 лучших экономик. Где это сейчас? Давайте лучше вот это посмотрим. А что сейчас-то смотреть? Ну, если уж мы заговорили об экономике и о том, кто чего ждет, интересный материал сегодня вышел в газете «Аргументы недели» в башкортостанской вкладке на 15-й полосе. Интервью, которое меня, в общем, даже удивило, я скажу так. Хотя вроде бы ничего удивительного в нем не написано, но когда это все сконцентрировано в одном месте, это в общем, как-то впечатляет. Так вот, это интервью с научным сотрудником Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан Дилары Ягафаровой. И, в общем, главное, о чем она говорит, в том, что у общества совершенно нет оптимизма. Нет никаких позитивных ожиданий, нет никаких запросов даже на то, чтобы жить лучше. Согласны ли вы с такими оценками социологов, и согласны ли вы с тем, что это действительно пугать должно? Да. Сразу на все вопросы один ответ. Да, это именно так. И мы тоже замеряем уровень социального оптимизма и в Башкортостане, и в других регионах. Показатели не очень, показатели падают. И на самом деле, какие побочные здесь вещи? Да? Сужается радиус доверия между людьми. Вот незнакомыми, сколько там, допустим, есть такие исследования, 50% я доверяю, там 30% и так далее. То есть сужается радиус доверия между людьми. И сужаются горизонты возможностей. И люди как бы ориентированы на выживание. Ну вот смотрите, такая цитата. Я буду давать некоторые цитаты и попрошу вас прокомментировать. «Патриотическая эйфория уступает место неудовлетворенности уровнем жизни и падением благосостояния». Согласны? Конечно. Чем это грозит? Это грозит отчуждению идеологии от мировоззрения большинства. Это грозит отчуждением элиты, которые насаживают эту тему патриотизм и в то же время являются собой образец, там, скажем, совершенно другого поведения, да? В стиле общества потребления, в стиле там, какого-то там расточительства, роскоши и так далее, социальным напряжением. Это чревато вот социальным напряжением и социальным протестом. Угрожает ли это нормальному, спокойному прохождению выборов в марте 2018 года? Нет, потому что население достаточно аморфно воспринимает саму процедуру выборов. Уровень доверия к этой процедуре не только в республике, не только по всей стране, да и я думаю, что во многих таких странах вот такого типа, да, потому что Россия – это страна типа вот Бразилии, типа, я не знаю, Колумбии,
Вот такого вот по... Не самая плохая компания, кстати. Ну и не самая лучшая. Это страна второго мира. Вот. Я не говорю, что самая плохая. Да? То есть, вот там вот доверие к процедуре выборов, оно исторически такое вот. Конечно, там, грубо говоря, в США тоже фальсифицируют выборы, но не до такой степени. Я думаю, что в данном случае вот ситуация такова, что объективно социальных предпосылок вот для оптимизма нет. Но есть факторы, да, тот же, вот, допустим, Путин в 2014 году, он там сделал ряд действий, да, которые там очень сильно повысили там, патриотизм и так далее. Это Крым и Олимпиада. Но вот мы видим, как они нам оборачиваются. Гениальная фраза, на одной из фокус-групп человек сказал мне: Крым-то наш, но почему-то у людей в магазинах такой вид, что Крым не наш. Ну, если говорить, продолжая эту тему, вот вы сказали, люди не заинтересованы в выборах, да, не видят, что это что-то такое, что может повлиять на их жизнь. То есть, правильно ли я понял вас? Большинство людей в нашей стране, в нашем регионе не считают, что от того, как они проголосуют на выборах, зависит то, как они будут жить. Я думаю, да, напрямую это не взаимосвязывается, экономика с политикой. Но плюс объективно будем говорить, у Путина хороший рейтинг. Это я понимаю. Да, я вот только вот смотрите, мы фиксируем как то, что мы принимаем, по крайней мере, на веру, а может быть, как факт, что люди не связывают то, как они проголосовали, и то, как они живут. Не связывают. Они это не связывают. А на самом деле в сегодняшнем режиме, в сегодняшней структуре власти это связанные вещи или они, в общем-то, правы? На самом деле они правы. Как бы они ни проголосовали, жить они будут одинаково хорошо, плохо, я не знаю. Ну, с точки зрения политического реализма, да, но ведь все-таки мы же должны стремиться, это мое убеждение, моя позиция, да, к гражданскому обществу, к активному обществу, которое противодействует власти. Если мы возьмем, допустим, Москву, муниципальные выборы, да, или Подмосковье, там люди более активны, там люди более субъектны, там люди дают меньше возможности фальсифицировать. И я думаю, что у них порядка-то побольше. Вот мы должны хотя бы стремиться вот к этому. Или, с другой стороны, ярославский вариант. Мы много раз с вами про это говорили. Там вот люди более политизированные, объективно. Там оппозиция, Единая Россия в 2011 году самый худший результат. Вы знаете это все. Лашов, да, там много чего. Локомотив, правда, разбился, это наложилось тогда, хоккейный клуб, да. Вот. Но там вот это не чувствуется, что там лучше. Вот, понимаете, в Москве, где много ресурсов, или Подмосковье, там вот ведет к порядку. А в условиях, когда граждане достаточно активны, но экономический базис не тот, что получается? Вы посмотрите, Тула, у них есть ласточка, а у Ярославля нет. В Туле дороги прекрасные до Москвы, а у Ярославля нет. Это все вот следствие Урлашова, Ястреба и так далее. То есть тех людей, которые не смогли построить ту конфигурацию, которую требует АП, администрация. Достаточно ли в Башкортостане экономического ресурса для того, чтобы здесь условная какая-то политическая либерализация, политическая конкуренция, давление общества на власть дали позитивные результаты, как, например, в Подмосковье, или наш вариант, это скорее вариант Ярославля, где любые такие ослабления, да, власти региональной повлекут за собой, наоборот, какой-то еще больший развал, экономический упадок и так далее. В Башкортостане однозначно это ярославский вариант, в целом. Уфа, вот возможный вариант. Я думаю, что у меня основные надежды именно связываю, точнее, с Уфой. Потому что, допустим, хотя бы дали жителям возможность выбирать название улиц. Хотя бы. Мы вот к этому двинулись. И я считаю, что это хотя бы вот это неплохо. Да? Но в то же время там бюджетная политика мы видим какая, да? Почему Башкортостан однозначно ярославский вариант? Ведь регион богатый, политическая культура, подданнический тип политической культуры, население в сельской местности 40%, они менее склонны к нонконформистскому поведению, к дивергенции, так скажем, да? Вот они конвергенты. Я уж совсем терминами начал сыпать, да? На русский переведите. Но они более конформное поведение соглашаются с тем, что власть предлагает. И, соответственно, подданнический тип культуры – это, в общем-то, здесь евразийские традиции, вот, смешанные такие, так скажем. Поэтому я думаю, что нет.
Да, я задам последний вопрос, который относится к этой статье, которую опубликовали «Аргументы недели». Здесь журналист спрашивает, ждать ли нам того же всплеска уличной преступности, как в 90-е? И вообще вот это сравнение с 90-ми, да, вот это отсутствие социального оптимизма у журналиста вызвало такую ассоциацию. На что ей, соответственно, отвечают, да, что нет, это не та же ситуация, что в 90-х. Почему? Тогда, цитата, в обществе был системный кризис, в том числе кризис власти. Сегодня власть крепка, и уровень доверия к ней достаточно высок. О социальном взрыве говорить не приходится. Вы согласны с этим тезисом? Но скорее да, чем нет, хотя криминализация будет происходить, если у нас будет ухудшаться уровень жизни. Я надеюсь все-таки, что хотя бы он в ближайшие несколько лет не будет ухудшаться, по крайней мере. Хотя бы будет инерция какая-то, может быть, поступательное развитие. Конечно, там власть сейчас сильна, но она сильна чем? Полицейскими мерами? Ну, возможно, да. Но в целом вот эта сила, она не стоит ее переоценивать. Я бы так сказал. Если мы говорим о этом самом социальном оптимизме и крепость власти, это вещи какие-то связаны или нет? У нас, безусловно, в той конфигурации, которая выстраивается, но прежде всего социальный оптимизм связан с уверенностью людей в завтрашнем дне, с доходами, с уровнем инфраструктурного развития и так далее и тому подобное. То есть здесь это очевидно, что у нас общество индивидуализируется, и сплачивающие идеи, как будем жить через 20 лет в социализме, как там у нас было в 80-м году там, или в 60-м, да, сейчас это никого не будет интегрировать. Ну да, вот мы видим Олимпиада или тот же Крым, я говорю, там на короткий срок они могут консолидировать, но не более того. Понимаете, в краткосрочной перспективе это дает эффект, а в среднесрочной и долгосрочной это имиджевые издержки и даже негативный фактор. На этой неделе довольно много говорили о Конституции, даже пикет в Уфе прошел по поводу того, что идеологию нужно вернуть в Конституцию. Я напомню, что Конституция запрещает любую идеологию. Но понятно, что мы можем не провозглашать какую-то идеологию государственную, но по факту она может быть. Вот вопрос первый сначала скорее исторический. Была ли какая-то, можно сказать, государственная идеология на территории Республики Башкортостан в 90-е и 2000-е годы во время правления Муртазы Рахимова? Да, я думаю, да, мы вот в рамках конфигурации власти ее обсуждали. Это суверенитет, идеология, я считаю, это титульный этнос. Она была достаточно рабочая и здоровая. Другое дело, что она меня, допустим, как представитель там славянской этноса, она меня не устраивала. Ну, если говорить о личном отношении, это одно. Да? Постараемся именно здесь, ответил, да, со стороны. Вот я просто хочу понять. То есть идеология может быть неформально, там, да, формально быть не провозглашена, не закреплена в каких-то законных актах, но быть, верно? Идеология – это фон, это мягкая сила, которая идет не прямыми действиями, а правильными оборотами, дискурсом, словами, действиями определенными. Очень так, вот конечно. Та идеология, которая была выбрана в 90-е, 2000-е годы, да, ставка на вот то, что Башкортостан суверенное такое, да, государство внутри другого государства, что есть титульная нация и так далее. Это выигрышная была тактика в 90-е, 2000-е годы, на ваш взгляд? Или это была какая-то тупиковая ветвь, с которой пришлось потом возвращаться? Нет, ну я уже сказал, да, без оценок если оставлять, это была рабочая конфигурация. Это была конфигурация, которая работала. Она позволила там, конкретно Рахимову держаться у власти. Какая сегодня идеология, если она есть, в Республике Башкортостан? Деидеологизирована. Идеология, значит, Башкортостан – надежный проводник решений федерального центра, то есть он не сепаратист, он многонационален, учитываем позиции всех и делаем акцент на социально-экономическом развитии. То есть эта схема такая тоже рабочая достаточно, она не агрессивная. Вот если сравнить с Татарстаном, посмотрите, осенью Татарстан очень сильно в политическом плане проиграл, а Хамитов, наоборот, выиграл. Это объективно, что с тем же языком, как получилось, с теми же вот, попытками татарстанцев, элит татарских, помуссировать тему с договором о разграничении полномочий, Хамитов ничего этого не делал. В итоге, мне кажется, что татарстанцы, они поставили на сложную программу, так скажем, на много, да, но проиграли. А у Хамитова такая стратегия середнячка такая надежная. Вот он ее придерживался. Другое дело, что экономика по-разному развивается, но в этом плане
Для меня, конечно, приоритет – это экономика сейчас. Угу. Я вот обращаю внимание сейчас, вот как регионалист, да, это все, когда есть у меня возможность, я обращаю внимание на те регионы, которые наиболее эффективны в экономическом плане. Ну, раз уж как раз мы заговорили об экономике, в том числе о том, как оцениваются экономические успехи, сам Рустем Хамитов довольно позитивно оценил эти успехи республики, потому что, ну, я такой вывод делаю из его доклада, который он делал на выступлении своем в Курултае, на этом там послании или отчете, как в разных регионах по-разному это называется. Здесь это называется посланием парламенту. А вот если мы берем федеральную оценку, да, было выделено 40 лучших регионов, которые работают в сфере экономического развития, и туда Башкортостан не попал. С какой оценкой вы скорее согласны? Федерального центра или Рустема Хамитова? Скорее федерального центра, хотя тут есть нюансы. Допустим, Башкортостан в этом году много получил субсидий из федерального центра. Вот. И он и так получил достаточно много денег. Но вот мне непонятно, допустим, у нас есть профицит бюджета объявлен 10 миллиардов. Куда эти деньги пошли? Они лежат на банковских счетах и крутятся просто на микрозаймах как-то или я не знаю. То есть поэтому я считаю, что экономика, деньги считать правительство умеют, да, но как они их считают и куда, это не совсем понятно. И вот вы говорите, оценка федерального центра вам здесь как-то более, да, там, близка, да, и так далее, но я вот просто открываю список и видя, что Тыва среди тех, кто получил позитивную оценку, есть, а Башкирии нет, и я как-то, честно говоря, недоумеваю. Ну, вот я сказал же, да, что есть, тут надо комплексно оценивать. Понимаете, они все эти инструменты, они их интерпретируют по-разному. То есть Башкортостан вот несколько месяцев ранее получил много субсидий достаточно. И здесь, может быть, какие-то компенсаторные механизмы включаются. Я вот так детально их не изучаю, я не зубаревич, к сожалению, да, компетенции у меня недостаточно. Но в целом, если брать, мы посмотрим, вот инвестиции, производство, что мы кроме Кроношпана здесь видим-то? Вот в этом глобально я, к сожалению, вот так. Хотя, допустим, профицит бюджета позволяет повысить Хамитову зарплаты бюджетникам. Вот он повысил, это сделано. Многие регионы этого не делают. У нас нет проблем с дефицитом, да, по сути, скажем так, он есть дефицит, но не огромен. То есть у нас, в принципе, там все социальные обязательства более-менее выполняются. То есть, ну, такая, опять же, стратегия такого середнячка. Еще одна тема, о которой очень хочу успеть поговорить в этой части, в первой части, это уехавшие из Башкортостана. Но не в смысле, хотя, может быть, это тоже продолжение миграционной политики, а в смысле, скорее, известных людей, которые уехали. Например, депутат городского совета господин Носков. Не кажется ли вам странным, что это произошло буквально через несколько недель после того, как торжественно была вручена награда господину Носкову лично главой республики, как заслуженному строителю, и тут вдруг такой поворот? А вот я вам скажу достаточно такую, наверное, вещь важную. Вот мы часто говорим Кремль, башни, там, позиции. Вот Белый дом тоже неоднороден. Вот там есть часть людей его поддерживает, а часть нет. Его кого, Носкова или Хамитова? Носкова. Ага. Да. Вот, соответственно, поэтому, ну, что говорить там? Понятно, у него с Елалом не очень хорошие отношения, да? У них там много проблем. Вот. Но сильные люди Носкова поддерживают. И вот эта ситуация, она на самом деле, ну, она же уже стала мемом, наверное, башкирского интернета, соцсетей, да, когда Файстата тот же, да, то есть вот это Продиджи мы все любим, вот мы Продиджи это наше все, это понятно, но тем не менее, насколько вот на ваш взгляд, это ошибка или не ошибка была засветиться на одной фотографии с Носковым для главы республики перед тем, как на него заводится уголовное дело, он объявляется в международный розыск? Буквально вот накануне этого. Но сейчас, насколько мне известно, он там в одной из, балканских стран, вот, находится, у него там собственность есть, кто-то говорит Хорватия, кто-то Черногория. Ну, конечно, это ничего позитивного не несет. Хотя там, понятно, вот, по логике Станислава Белковского, который говорит, что надо уходить от тотального сознания, он может быть хорошим строителем, но в то же время коррупционером, да? Но мы-то как слитно его оцениваем, да? Но я думаю, что это не самое хорошее стечение обстоятельств с точки зрения информационного позиционирования, так скажем, да? Вот. Ну,
Но вот еще в одном уголовном деле вот как раз поставлена точка. Если уголовное дело Носкова, оно только, можно сказать, зарождается, начинается, раскручивается. А вот по другому уголовному деле поставлена точка, и даже судебное решение есть. Константина Чадлина, известного активиста сначала «Молодой гвардии», потом «Открытой России», приговорили заочно к 10 годам. Все, да, можно сказать, точка, он уехал, скорее всего, не вернется. А обжаловать приговор, наверное, тоже не будет, в ближайшие там несколько лет, наверное, точно. Можно я в никуда вопрос задам, да, скажем так, вот одно дело Хасанов, да, и другое дело Чадлин. Вот кто public enemy, да, вредитель общества, так скажем? Не знаю. Нет, кто, на ваш взгляд? Да, я хочу просто оставить, ведь иногда можно же не отвечать на вопросы. Да, хорошо, вы поставили риторический вопрос, это понятно. Да, для меня очевидно, что Хасанов. Конечно, но наказание у Чадлина кратно выше. Да, но я хочу отметить, на ваш взгляд, это политическое дело? Да, я думаю, да. Почему? Ну, как политическое? Управленческое. То есть Чадлин оступился, и сильные люди страны этой его наказали. Вот так. Его же стороны? С кем он конкурировал? Страны, нашей страны, да. Угу. Да. То есть сильные люди мира сего есть, а я конкретно про наше государство, там элиты. Элиты в Москве. Вот они ему не простили, насколько мне известно. Ну что ж, мы сейчас прервемся на московские новости. Сразу после московских новостей вернемся в студию и продолжим говорить с политологом Дмитрием Михаличенко. 13 часов 30 минут в Москве. Добрый день, новости на Эхе. Президент Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции. Путин сказал также, что его предвыборная программа практически готова, но он обнародует ее позже. Путин считает, что в России не появилась конкурентоспособная оппозиция, потому что она не может предложить обществу убедительную программу. Президент также недоволен ситуацией с коррупцией в правоохранительных органах. Связано это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, с отсутствием контроля должного за этой сферой. И не могу сказать, что я удовлетворен, как здесь выстроена работа. Это год назад я пригласил Бортникова, директора ФСБ, и дал ему материалы, которые ко мне там поступили по одному из каналов в отношении конкретной структуры. Он посмотрел: Владимир Владимирович, мы ровно полгода назад в этой структуре провели оперативно-следственные действия, возбудили уголовные дела, передали в суд. Все находятся в местах лишения свободы. Все из целого подразделения. Полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала. Путин признался, что иногда даже не знает, что с этим делать. Президент сообщил, что военные расходы страны в этом году составят около 3 триллионов рублей. Он пообещал развивать армию и флот, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет. Кроме того, Путин пообещал отменить налог за участки в 6 соток для социально незащищенных слоев, включая всех пенсионеров по старости. Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. Ранее максимальный срок составлял 10 лет. Закон также вводит новое понятие в Уголовный кодекс – пропаганда терроризма. Штрафы составят от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube удалить канал «Открытой России». Издание публикует соответствующие уведомления. Ранее аналогичный документ был направлен в Твиттер. Российские интернет-провайдеры начали блокировать сайт «Открытой России» и других проектов Михаила Ходорковского 12 декабря на основании решения Генпрокуратуры. В «Открытой России» настаивают на том, что не имеют отношения к британским организациям, внесенным в реестр нежелательных. Адвокаты Агоры, которые представляют интересы Telegram, обратились в ООН за поддержкой в споре с российскими властями по поводу требования раскрыть ключи шифрования переписки. В письме говорится, что в России Telegram оштрафовали за отказ сотрудничать с ФСБ. У российских властей появился формальный повод заблокировать мессенджер. По мнению юристов, это противоречит резолюции Генассамблеи ООН о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху.
Прокуратура Москвы проверяет информацию о VIP-камерах для отдельных арестантов в Матросской тишине, сообщает ТАСС. Ранее замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала о том, что члены ОНК обнаружили в этом СИЗО камеры с элементами роскоши, в то время как другие арестанты содержатся в переполненных камерах в полной антисанитарии. В Москве сегодня облачно, осадки, снег и мокрый снег от -1 до +1 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Афиша исторического парка «Россия. Моя история». С 5 по 30 декабря билеты в исторический парк можно приобрести со скидкой до 70%. Теперь стоимость входного билета составляет 250 рублей, для школьников и студентов при предъявлении студенческого билета 150 рублей, а пенсионерам при предъявлении удостоверения цена билета снижена до 100 рублей. Также все выходные дни в декабре любой желающий может посетить зал, посвященный истории 20 и 21 веков, совершенно бесплатно. Обращаем ваше внимание, что с 5 декабря изменяется время работы парка. Теперь двери парка открыты с 11 до 19 часов. Касса работает до 18 часов. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефону 286 6066. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». 10. Унансы. В 10 раз. Унансы тапкыр. В 10 раз. Унансы тапкыр. Башнефть в 10 раз с начала года подняла цены на бензин. Башнефть ел башынан алып бензин хакын 10 тапкыр күтәрә. Башнефть в 10 раз с начала года подняла цены на бензин. Башнефть ел башынан алып бензин хакын 10 тапкыр күтәрә. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Напомню, что «Персонально ваш» сегодня политолог Дмитрий Михайличенко. Мы проговорили такие события последних недель. Я хочу успеть, если вдруг у нас останется время, мы еще вернемся к тем событиям, которые происходят здесь и сейчас. Но все-таки уже 14 декабря, да, немножко я опережаю время, 14 декабря, в общем, конец года. И хочется понять, на ваш взгляд, Дмитрий, вот если говорить о внутренней политике в Башкортостане, да, и вообще о событиях в Башкортостане, что можно назвать главными событиями этого года? Что вот приходит в голову в первую очередь? Да приходят, конечно, факторы политизации, так называемые. Это то ситуативные какие-то экстрафакторы, которые влияют на конфигурацию в целом, на ситуацию. Башкирский язык, шиханы. Башкирский язык и шиханы. Потом выборы, одни, потом другие. Слухи об отставке Хамитова, информационная политика мэрии и, наверное, так скажем, перезагрузка в мэрии, потому что там много замов ушло. Это, безусловно, основные события, которые у нас были в этом году. И я думаю, что они будут дальше иметь свое влияние. Давайте просто, вы так перечислили сразу, я, честно говоря, даже не ожидал. Давайте прям по порядку. Вот начнем тогда с того, что вы назвали первым. История с языком. Это не чисто история, да, которая башкирская. Эта история, может быть, даже более болезненно воспринимается в Татарстане сегодня. И на пресс-конференции как раз один из первых вопросов был связан именно с этим. Татарстан спросил про язык. На ваш взгляд, самая острая фаза этой истории осталась позади или нас ждет еще развитие событий? Я думаю, что позади, я думаю, что да, осталось. И
с учетом того, какие ресурсы были использованы для ее, так скажем, нейтрализации ситуации, то я думаю, что и Нижний Новгород, и Москва будут очень пристально следить за ситуацией. Если они не будут заниматься этой историей постоянно, чтобы не было вот таких вот проблем, то, конечно, нас ждут еще большие проблемы. Дмитрий, а на ваш взгляд, все-таки эта история, это, мы понимаем, что тут какая-то проблема. Там, где проблема, значит, какое-то недовольство. Это какое-то недовольство снизу было, там, от населения республик, или это спровоцированный сверху конфликт? Вы знаете, я вот много критиковал башкирских националистов и так далее. Я с ними пообщался буквально месяца полтора назад. И с Айратом Дильмухаметовым, и с Русланом Габасовым. Я считаю, что тоже, может быть, я ошибаюсь, но это искренние люди. И моя позиция по этому вопросу немножко изменилась, так скажем. Да? То есть я не за изучение башкирского языка обязательного. Я по-прежнему против. Но я за честный референдум. Проголосуют. Вы победите, условно говоря, вы башкиры, а я русский, допустим, или там с украинской идентичностью, неважно. Вы победите, вас больше будет. Мы будем все изучать. Победят другие, давайте, пожалуйста, вот так вот. Но язык, безусловно, нужно сохранять. Мне политика, на самом деле, республиканских властей в этом плане нравится, но понять Руслана Габасова, грубо говоря, как его обобщенный образ, что они переживают, я могу. Я учился на истфаке, я знаю, к чему это могут быть перегибы привести. Там был и Марат Кульшарипов, который меня там учил в свое время, который никогда не ставил там оценки ниже за национальность, но были преподаватели, которые ставили тройки, четверки за то, что ты просто другой. Но я еще раз говорю, эти люди достойны уважения, и я, допустим, по-другому на это посмотрел. Про Уфу приглашали там на круглый стол, там, насколько понял, пришли все активисты, представители башкирского народа, и я тоже пришел. Других приглашали, насколько понял, все отказались. Я поменял немножко точку зрения, моя позиция такая, референдум. Я повторю вопрос. Это обострение произошло из-за того, что накопилось недовольство снизу, или это федеральный центр вдруг как-то неуклюже, а может быть, наоборот, специально надавил по этой проблеме, и, соответственно, она так прорвалась? Конечно, если говорить о поводе, конечно, это заявление Путина, в том числе, оно спровоцировало. Что говорить, что, по сути, это заявление подставило того же Хамитова, которому очень сложно пришлось выкручивать. Но, понимаете, у нас конфигурация выстраивается, это мое любимое слово, выстраивается таким сверхцентрализованной. И она не дает регионам даже развивать свою культурную идентичность. И это уже это объективная причина. А триггером, так скажем, было это высказывание 20 июля, по-моему, оно было в Йошкар-Оле Путина. Вторую тему, которую вы назвали, это шиханы, хотя как раз в этом году вроде бы не было какого-то одного такого действия, чтобы шиханы вдруг стали главной темой недели и так далее. В конце года. Да, как раз был экологический форум, там много об этом говорили. На ваш взгляд, история с шиханами. Все говорят, если шиханы тронут, выйдут люди. Если шиханы тронут, то тогда ого-го, что будет? Там будет какое-то недовольство. Насколько это скорее миф, что будет недовольство? Нет. Или насколько действительно, на ваш взгляд, за шиханы готовы люди выходить на улицу? Нет, это не миф. Люди не то чтобы готовы, я могу сказать, с чего мы начали. Социальный оптимизм, уверенность людей в будущем, оно резко понизится, если гору строят. А мы видим, как некоторые федеральные лоббисты, Рапота конкретно, это человек, который его очень сильно Иванов поддерживал, когда он возглавлял администрацию президента. Они очень плотно взаимодействуют. Сейчас Иванов, конечно, не в такой силе, но по-прежнему очень влиятельный, везде зайти может. И когда такие действия совершаются, и когда нам говорят, что у нас у СОДы современное оборудование, и мы знаем, куда эти деньги уходят, и мы знаем, какая армия политтехнологов 2 года назад была, трудилась, когда умные либертарианские головы, величайшие политологи всея Башкирии нам заявляли, что проблема это никого не волнует. Я замерял социологию, все делал. После меня приезжала Академия наук. Мы потом сверили Московская академия, Российская академия наук. Я могу даже имена профессоров назвать, скажем, я ВКонтакте. Большинство населения
крайне негативно воспринимают эту ситуацию. Понятно, те, которые живут в центре вот этого очага, они больше. По мере отдаленности проблема менее волнует. Но мы видим, ну как это... Дмитрий, смотрите, я не политтехнолог, не политолог, и вы мне простите мою наивность, но вот вы говорите, если вдруг шиханы тронут, то какое-то количество людей может выйти на улицу. Да? Ну, я не так сказал. А как? Ну, может какое-то количество людей какое-то выйдет, но главный-то эффект будет не в том, что их разгонят, и все это забудут. Это будет нанесен всем, уровень самооценки понизится у людей. Это в республике. Конечно. Это будет как с Башнефтью. Это будет как с Башнефтью. Я правильно вас понимаю? Я считаю, что хуже. Даже хуже. Я считаю, хуже. Тем более среди башкирского населения. Я считаю, что для них это вообще, там в том числе и сакральные элементы имеют. Насколько это будет удар по республиканским властям? И то же самое, конечно, кто-то говорит, что это самоубийство. Но это будет очень серьезный удар. Еще одна тема, о которой вы говорили, которую вы упоминали, это городская администрация и та конфигурация, которая произошла, с одной стороны, с пресс-службой, то есть с внешними, да, какими-то вещами, с другой стороны, с заместителями Елалова, то есть внутри. Вот если мы берем начало 2017 года и вот конец 2017 года, можем ли мы сказать, что Уфа начинала год с одной городской администрации, а заканчивает совершенно другой городской администрацией? Абсолютно. Абсолютно. Во-первых, это был режим двоевластия. Филиппов там делал все, что хотел. Вот. Сейчас, значит, Елалов, понятно, что он там с Белым домом договаривается. Мы говорили и Гульнар Валиева, и Хромец, это кандидатуры согласованные, и Газизов тем более. Но другие замы. Мы видим, что Елалов синхронизировал свою информационную политику, по крайней мере, вот до октября точно. Он стал больше похож, скажем, на то, что говорит Хамитов, на самом деле. Да? Было позволено, так скажем, вот позволено, может быть, я слишком глагол такой, да, но его стало интересовать, что о нем думают уфимцы. Его стало интересовать, как сделать так, чтобы быть интересным, уфимцы ему доверяли. Это очень важно, потому что Елалов, я думаю, что сейчас живет как в условиях избирательной кампании. На Западе все политики так живут. А почему нет? Вот так и надо жить. Есть, конечно, много моментов там и в той же информационной политике и так далее, но я считаю, что качественный рост есть. И я, в общем-то, позитивно оцениваю те изменения, которые произошли в уфимской мэрии. То есть за 2017 год Елалов скорее плюс заработал, чем минус? Скорее плюс, да. Вот. Но... Конечно, там нужно, чтобы он опыт тоже получил. Наверное, не стоит так реагировать на те информационные поводы, которые его провоцируют на негатив. Вот. Не надо так сильно обращать внимание на это, потому что основное все-таки, чем он должен заниматься, это хозяйственная деятельность. Там есть нюансы. Но там был... Вот смотрите, по снегу у нас ситуация. Видно же, что ресурсов у мэрии недостаточно. Что они делают? Он берет и дробит ответственность. Хусаинов возникает в информационном пространстве, главы администрации, все структурируется на части и так далее. Вот здесь мы уберем. Но я думаю, что это логично с точки зрения управления. Я напомню, кстати, номер для СМС. Мы в прямом эфире, поэтому наши слушатели тоже могут участвовать. +7 927 304 1051. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, присылайте. Еще одна тема года, да, которую вы обозначили, это история со слухами. Ну, как неприятно даже вот это произносить, что одна из главных тем года – это слухи. Но вот тем не менее. Нет, да? это так. Это действительно так. Слухи об отставке Хамитова. Ну, вообще, слухи о том, что какой-то глава региона должен идти в отставку, они настолько, каждый год, если чуть ли не каждый месяц возникают много где. Почему в этом году вы считаете, что это одно из событий года? Они были какими-то необычными? Да. Во-первых, правильная постановка вопроса, на мой взгляд, совершенно корректная. Да? Во-первых, разговоры об отставке идут постоянно. Да? И не только в Башкирии, допустим, про Рахимова много говорили и так далее. Но была волна губернаторских отставок. Сейчас, у Хамитова есть контрэлиты, там, скажем, те, которые против него играют. Информационное пространство региона, у нас большой регион, понятно, там, да, но все равно оно ограничено. И постоянно эта тема греется. То есть мне даже жалко, что мы свой ресурс интеллектуальный тратим на это. Я не знаю, вы помните или нет, но я в одном из эфиров «Эхо» я сказал, что я не буду про это говорить вообще. Давайте не будем задавать. Сейчас я готов поговорить, потому что конец года. То есть я четко говорил, там мне
Facebook много писали, а сейчас вот перестал фактически. Да, там, Хамитов может уйти этой осенью. Хамитов, да ты не понимаешь ничего. Вот я думаю, какой осенью? Ну да, какой-то осенью он уйдет. Но сейчас об этом речь не идет. Что касается ситуации вообще в губернаторском корпусе, вот мы обратили внимание, там замена произошла около 20. Следующее, это полпредов ротирует. Цуканов, Бабич, кстати, есть вариант, что он в Питер двинется. Это уже 3-й или 4-й раз, когда Бабич вроде куда-то должен двинуться. И один раз даже пытались послом в Украину. Все правда. Но я говорю сейчас о том, что следующее, это в правительстве будут какие-то изменения. На мой взгляд, я не спрашивайте почему, но у меня есть инсайт определенный, да, Медведева не поменяют, ни при каких обстоятельствах. Вот, я даю свой прогноз сейчас. То есть ротация будет продолжаться. Губернаторы, здесь другая история. Кириенко, надо его понимать, мышление. Был подписан указ Путиным о критериях эффективности губернаторов. 1 октября они должны отчитаться. 1 ноября президент утверждает. Я думаю, что если экстрафакторов не будет, то большинству губернаторского корпуса дадут доработать до осени. Потому что когда там у нас есть телеграм-каналы великие, да, вот, когда они пишут, что слухи о, допустим, отставке Рустема Хамитова подтверждаются, мне сразу становится даже приятно, потому что почитай их, и все наоборот. Еще раз напомню номер для СМС +7 927 304 10 51. Опять же, подводя итоги года, что-то еще вы назвали? Конечно, выборы. Мы должны... это очень смешно, потому что на самом деле выборов в это время не было. В 2017 году не было. То есть вы считаете, что 2017 год, тем не менее, остался под влиянием, с одной стороны, 2016 года думской кампании и всех тех скандалов Демского, а потом уже выборов 2018 года президентских, или как? Да. В 2017-м были выборы в Бирске, там, по-моему, да, это понятно, неважно. Фактор выборов влияет на конфигурацию, вот что я хочу сказать, что итог, это мы вступили в электоральный цикл, а мы вступили в него примерно ноябрь-декабрь вот сейчас. И то есть, понимаете, выборы президента – это такая интересная вещь, которая всем результат понятен, да, но они интересны тем, что это сезон мобилизации элит. Все напряжены, все работают, все борются и так далее. И в этом плане, что будет после выборов? Та же вот тема отставки Хамитова, она напрямую увязывалась с выборами. До выборов его берут или после, вот то же самое говорилось. То есть людям, даже всем, которые просто активно играли на эту тему вбросами, да, понятно было, что сейчас вот деньги тратить на вбросы, что Хамитова уберут, никто не будет. Это даже не стоит 100 тысяч для человека, который там контрэлита, который хочет, чтобы Хамитова убрали. Он не будет тратить эти деньги, потому что понятно, что его до марта вряд ли. Возвращаясь к выборам, Левада-центр прогнозирует, что эти выборы будут самыми низкими с точки зрения явки, да? Что будет самая низкая явка за очень долгое время. Согласны ли вы с такой оценкой, или Башкортостан в этой ситуации может отличиться в лучшую сторону, в том смысле, что в большую сторону? Да, но я могу ответить, я хотел бы по стране в целом ответить. Значит, тенденция идет такая карнавализация выборов. Давайте будем продавать пирожки дешевые. Давайте будем... Это всегда было так, нет? Это установка сейчас САП идет. И это РБК вот в воскресенье опубликовал, что у них был семинар, и они выборы как праздник провести. Я думаю, что это было в советских времен всегда так. И сейчас это возрождается. Соответственно, результат такой же. Я думаю, что явка в Башкирии будет традиционно выше. Вот. Но насколько выше, я по социологии, вот когда замерю, да, там скажу, а это на самом деле не замеришь по количественнику. Мы делаем по количественнику, вот сейчас делаем для Общественной палаты Республики Башкортостан. А вот, это надо на фокус-группах спрашивать. Я могу сказать такую интересную вещь. Мне впервые, вот я фокус-группу штук 70 год веду примерно. В одном из регионов мне впервые попалась, фокус-группа, где 12 человек, все были против Путина. Ох ты. Вот это впервые. Нет, всегда у него есть 5, 6, 8, 10. Всегда есть. Я говорю, у него рейтинг неплохой. Но вот впервые мне попалось. Я город не буду называть, потому что это коммерческая тайна в данном случае у меня. Да? Просто я не могу разглашать. Но вот попалось. Хорошо, тогда я вот попытаюсь понять. Демская история, демский скандал, который был, да, связанный с выборами 2016 года. Если такое повторится на выборах президента, что будет? Значит, есть люди, группы влияния, которые попытаются тем самым нивелировать авторитет Хамитова. Да, это будет. Но я думаю, что в масштабах страны, где мы видим саратовские результаты 60-40, прям все под копирку, все УИКи, дали 70 там сколько, то, что в Деме, это ничего страшного.
Вот Уотергейт по-башкирски, вот это, да, была звездная тема. Да, сейчас все затерли, потому что один чиновник продолжает работать. И вот он, кстати, и пестует, я могу так вот, на мой взгляд, да, я могу сказать тоже, вот этот телеграм-канал, да, вот Усы Хамитова, вот, это ведут те люди, которые работают на власть. Вот. То есть вот я могу сказать, что есть некомпетентные люди, в том числе и, так скажем, вот, в управленческом блоке, да, вот, есть люди, которые сливают эту информацию. Вот это да. Ну, а сам по себе Демский, ну, цинично, может быть, звучит, да? Как бы я вот не хочу оценивать сейчас эту демскую историю, но это мелочь. Ну, мелочь, не мелочь. Приезжали люди из ЦИКа, говорили, что да, действительно, какие-то перегибы на местах и все такое. Вот знаете, как Екатерина Шульман говорит, события и новость. Вот это событие, Максим? Ну, на тот момент, да. Мне кажется, это было событие, нет? Нет. На ваш взгляд, нет? Очень быстро все это разрулили. Это на уровне Хайдара Валеева разрулили. То есть, вот... Почему тогда на одного из активистов сейчас завели дело по экстремизму, на ваш взгляд? Это нюансы. Ну, честно говоря. Ну, как нюансы? Значит, история продолжается, значит, кто-то продолжает. Она не оказывает влияния никакого на конфигурацию. Ну, объективно, может быть, это цинично и так далее. Еще раз говорю, вот есть Хайдар Валеев, который задача там разруливать эти истории. Мы видим, как он разруливает. Ну, там была еще история с его диссертацией, куда он так и не доехал. Но, честно говоря, я не знаю, как вам кажется, но мне кажется, Хайдар Валеев среди журналистского цеха, например, потерял всяческий авторитет. И если раньше он у него был, то теперь его нет. И это тоже будет влиять на следующие выборы. И следующие выборы, разве нет? Может быть, эта история не сыграла большого значения тогда, в конкретный момент, но на будущее. Ведь он просто сейчас ушел в тень во многом потому, что выборов никаких сейчас нет. Но ведь следующие выборы будут, и ему это припомнят. С проходимцами не надо связываться. Что касается... Да, я соглашусь. Давайте, раз уж вспомнили про разные диссертации, вернусь... Я имею в виду Валееву, с проходимцами не надо связываться. Да, понятно. Да, если вдруг кто-то не понял. Возвращаясь тогда к истории с диссертациями, тут, конечно, какая-то целая фантасмагория происходит с адвокатской палатой Республики Башкортостан и депутатом Юмадиловым, который, с одной стороны, сначала просто вот выгнал Виталия Буркина и, может быть, имел право на это. Тут я как раз... А потом по этическим критериям отказывается комментировать. Вот это вообще... Это он у Канта прочитал, интересно, или у Сенеки? Вот. А потом выяснилось, что, оказывается, у него там не очень все хорошо с хозяйственными делами. В том смысле, что как раз все хорошо, все оформлено там на родственников и так далее. Плюс ко всему, он поступил даже хитрее, чем Владимир Путин. Он отработал 2 срока, потом дал человеку 4 дня посидеть на своей должности и занял потом уже эту должность снова. На ваш взгляд, насколько эта история кого-то интересует с точки зрения репутации, с точки зрения партии «Единая Россия», от которой он избирался, с точки зрения Курултая, в котором он работает, а с точки зрения, не знаю, адвокатского сообщества, которое, в общем, взирает на это, я не знаю, как они реагируют, не реагируют. На ваш взгляд, вот эта история репутационно по кому-то бьет или всем по барабану? Ну, Facebook гудит на эту тему, есть карикатуры, есть негатив, есть критика Буркина, а я думаю, что позиции его тем самым такие достаточно устойчивые. Ну, так вот. Я не знаю, я не слежу за этой ситуацией. Честно говоря, мне более интересна вот политическая конфигурация. Да, вот. А это не политическая конфигурация? Ну, это около, потому что его влияние, при всем уважении, там, Юмадилов, он на политику оказывает очень опосредованное влияние, даже в республиканском масштабе. А сколько депутатов в Курултае вообще оказывают хоть какое-то влияние на политику сегодня? Ну, Толкачев. Ну, я думаю, что десяток. Бигнов. Есть надежда, что в следующем году Курултай станет таким, что там будут отражаться политические вопросы гораздо более рельефно, скажем так, да, чем сегодня? Ну, надо бы вообще. От кого это зависит? Это зависит от граждан Республики Башкортостан, или это зависит от Хамитова? Больше от воли, конечно. От кого это зависит? От воли республиканского руководства, я думаю, да. Они выстраивают конфигурацию такую, какую... А оно им надо? Им не надо особо. Вот, им не надо. Но оживить-то надо, конечно. Тот не будет такого госсобрания, где вот мешки с деньгами. Я вот ответственно, опять же, прогноз, пожалуйста. Будут лидеры общественного мнения, будут более живые люди там. Вот не те, которым там... Вы знаете, я там и видел, как это туда люди приходят, вот там зонтиком несут, они идут так вальяжным видом. Да, я в Баксу тогда работал лет 12 назад, то есть и там видно было из окна просто, как они идут, это было вообще
То есть я надеюсь, что будут люди там более, скажем, с человечным лицом, так скажем, которые понимают хоть проблемы. Давайте на этой позитивной ноте, на этой надежде и закончим сегодняшний эфир. Осторожно, позитивный, да? Я напомню, у нас в гостях был политолог Дмитрий Михайличенко. Спасибо. До свидания. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы. В этом смысле. В этом смысле. В этом смысле. В этом смысле. Вот в этом смысле. Вот в этом смысле. Я бы в этом смысле не дергался. Дергайся, не дергайся, в этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9. В этом смысле. В этом смысле. В этом смысле. В этом смысле. Вот в этом смысле. Вот в этом смысле. Я бы в этом смысле не дергался. Дергайся, не дергайся, в этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9.